эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. 50 новых случаев COVID-19 в Якутии. Будут ли снимать ограничительные меры в регионе со 2 июля? Перчатки, маски и антисептики. Пробные ЕГЭ прошли в столице региона. Все ли готово? 18 алданских школьников смогут поступить в медицинские высшие учебные заведения России. Что нужно абитуриенту, чтобы поступить в вуз по целевому обучению? «50 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки в Якутии. В столице региона 37 новых случаев. Это минимум с 21 мая. Также 6 новых случаев выявлено в Нерюнгринском районе, 4 в Мирнинском, 2 в Ленском и 1 случай в Татинском районе. Побороть COVID-19 смогли еще 74 человека. По словам главы региона Айсена Николаева, ситуацию с распространением коронавирусной инфекции удалось стабилизировать в республике. Причем количество тестов не сократилось. На высоком уровне у нас проводится тестирование. За последние сутки свыше 4000 анализов обработано. Всего у нас уже 222 тысячи практически анализов на новую коронавирусную инфекцию сделано и управлением Роспотребнадзора, и учреждениями здравоохранения республики. Это в пересчете на 100 тысяч населения один из лучших показателей в стране, который позволяет нам выявлять болезнь на ранних стадиях. В целом, еще раз хочу сказать, что вот наша главная задача на ближайшие дни – сохранить ту положительную динамику по снижению количества заболевших, которые у нас в республике есть. И для этого на местах, конечно же, необходимо все меры безопасности, которые сегодня предусмотрены, придерживаться. И в этом случае я уверен, что эта динамика точно станет уже такой постоянной, и мы сможем начинать уже со 2 июля снимать те ограничения, которые у нас во многих районах сегодня действуют. В Минтруде рассказали о порядке начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. Речь идет о пособиях, которые назначил президент страны Владимир Путин, чтобы поддержать семьи во время коронавирусных ограничений. В ведомстве отметили, что при осуществлении первой детской выплаты по 10 тысяч рублей с апреля по июнь был проработан технический алгоритм электронного обмена данными. Он дал возможность быстро перечислить деньги более чем на 15 миллионов детей в течение первого дня. Такой же подход и технический алгоритм будет использован и сейчас. Осуществление выплат начнется с 1 июля. При этом семьи, ранее получившие выплату, не должны будут подавать новое заявление. Решение выносится на основе данных, которые уже есть у пенсионного фонда. Пробные ЕГЭ прошли в столице региона. В период распространения коронавируса они необходимы для того, чтобы эксперты и организаторы могли проверить, как соблюдаются меры эпидемиологической безопасности и все ли готово в школах для проведения экзаменов. Помимо привычных камер видеонаблюдения, рамок металлоискателя и общественных наблюдателей, теперь обязательны перчатки, маски и антисептики. Разметка для соблюдения дистанции начинается еще со двора школ. Длительность некоторых экзаменов достигает 4 часов, поэтому участник по желанию может снять маску во время сдачи ЕГЭ. В целом правила проведения экзаменов не изменились, кроме эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Готовность Якутской городской национальной гимназии проверил министр образования региона. Данный пункт он готов к проведению единого государственного экзамена. Мы проверили это со входа. Как вы обратили внимание, на входе у нас на прилегающей территории размечена территория для соблюдения социальной дистанции. У входа осуществляется проверка на предмет повышенной температуры либо соответствия нормам. Ну и установлены все необходимые оборудования, в том числе обеззараживатели воздуха в каждой аудитории. Сегодня вместе с тем будут проверены еще и оборудование, необходимое для печати материалов. Также будут отработаны действия самих участников, это организаторов в данном случае, мероприятия. Медицинское образование в высших учебных заведениях алданские школьники смогут получить за счет средств федерального бюджета. Районная больница получила целевые квоты. Помимо оплаченного обучения, студенты будут иметь право на получение стипендий и проживание в общежитии. Подробности у Татьяны Вахниной.
Через несколько лет к работе в лечебных учреждениях Алданского района смогут приступить порядка 20 врачей. На обучение будущих специалистов в медицинских высших учебных заведениях России Алданская центральная районная больница получила 18 целевых квот. Сюда входит Северо-Восточный федеральный университет, Амурская государственная медицинская академия, Новосибирская государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет и Дальневосточный федеральный университет. Проходной балл в медицинские вузы России достаточно высок, и претендовать на бюджетные места могут единицы. Стоимость же обучения за год составляет в среднем порядка 200 тысяч рублей. И это без учета проживания и прочих нужд. Означенную сумму на образование ребенка способна изыскать далеко не каждая семья. Обучение по целевой квоте будет оплачиваться из средств федерального бюджета. Поступление будет на общих основаниях. Выпускники должны обязательно должны быть у них сдано ЕГЭ по химии и биологии. Помимо оплаты обучения, студент будет иметь право на получение стипендии, а также на предоставление места в общежитии. После окончания университета специалист должен будет вернуться в район и отработать в больнице не менее 3 лет. Значит, лечебное дело, педиатрия, стоматология. Причем здесь на эти 18 квот можно даже по 2 человека. То есть 36 квот на сегодняшний день в Алданском районе есть. Проблема кадрового голода в лечебных учреждениях Алданского района имеет место не первый год. В последнее время ее остроту удается снижать благодаря ряду механизмов. Так специалисты привлекаются в район по программе «Земский доктор». А вот вариант обучения в вузах по целевому направлению у выпускников школ не особенно востребован. Школьники, если Алданского района взять школьников, они идут не очень активно в медицину. Чтобы претендовать на целевое обучение в вузе, абитуриенту необходимо заключить предварительный договор с больницей о предоставлении ему квоты. Затем, после прохождения конкурсного этапа в вуз, будущий студент заключает трехсторонний договор с университетом и лечебным учреждением, где в последующем будет работать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Борьба с лесными пожарами продолжается в Якутии. За сутки огнеборцам удалось ликвидировать 4 очага в Усть-Майском, Верхневилюйском, Амгинском и Сунтарском районах. На тушение пожаров привлечено 620 человек и 45 единиц техники. Всего же на территории республики принимаются меры по тушению 24 лесных пожаров в 15 районах общей площадью 7684 гектара. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда действует 126 термоточек на общей площади 1 миллион 115 тысяч гектаров. К другим темам. Завтра, 30 июня, в 11 часов в траурном зале медцентра состоится гражданская панихида легендарного диктора якутского радио Афанасия Николаевича Готовцева. Отличник телевидения и радио, заслуженный работник культуры России и Якутии ушел из жизни 28 июня на 93-м году. Многие годы Афанасий Готовцев работал в национальной вещательной компании «Саха». Именно трудовая деятельность в качестве диктора Гостелерадио «Я СССР» дало ему всенародное признание и любовь народа и удостоило почетных званий. В народе его прозвали первым диктором после Юрия Левитана. Новая рабочая неделя станет для россиян сокращенной из-за объявленной выходным среды. В этот день состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию России. Оплачиваться нерабочий день будет в двойном размере, как любой календарный праздничный день. Кроме того, работающие 1 июля граждане могут претендовать на перенос выходного на другой день. В этом случае, как отметили в Роструде, оплата будет проводиться в обычном размере. Не работающие в день голосования в зарплате за июль ничего не потеряют. Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России достигла 80% по стране. Это значит, что свой голос отдали более 938 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием. Подробнее о ходе голосования в нашем регионе расскажет Полина Долинская.
Более 800 избирательных участков работают по всей республике. В частности, только в Якутске насчитывается 114 УИКов, которые на данный момент полностью оснащены средствами индивидуальной защиты в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. На каждом участке организован температурный контроль. Также избирателю вручают медицинскую маску, одноразовые перчатки и шариковую ручку. Надо приходить здесь. Все стерильно и, скорее всего, наверное, намного безопаснее, чем где мы можем находиться целый день, в течение дня, где мы бываем. Голосование организовано очень хорошо. Все дают, средства предосторожности, защиты, все есть, и маски, и перчатки, и которые антисептики, все хорошо организовано, все нормально, все, столпотворения нету, такого этого нету, и дистанция соблюдается, все хорошо организовано. Голосование проводится как дистанционно, так и с личной явкой граждан в избирательные пункты. Также есть возможность проголосовать на придомовых участках. За 3 дня голосования участие в выборах приняли более 23 тысяч жителей Якутска. Из них 3615 человек проголосовали на дому. Веха в истории России немаловажная. Слава богу, голосование в течение недели, и каждый выбирает себе то время, удобное для него. Я думаю, что, помолясь, совершив божественную службу, мы приняли верное решение. Участие каждого гражданина России в этом голосовании отражает любовь к Отечеству. Голосование началось с 25 июня и продлится до 1 июля включительно. Основной день голосования, 1 июля, объявлен нерабочим. Граждане активно принимают участие в выборах. На избирательные пункты приходят даже семьями. Вся семья моя проголосовала. Даже сын, который учится в военном институте, проголосовали всем институтам. Поэтому мы считаем, что изменения, которые сегодня касаются нашего главного закона Конституции Российской Федерации, действительно надо менять, потому что глобализация мира меняется. Множество тех направлений, которые были в Конституции, касающихся даже, допустим, изменения исторических моментов, которые касаются Великой Отечественной войны, да, я считаю, что да, действительно это нужно подкрепить эти законы для того, чтобы наша страна была действительно крепкая, сильная, чтобы осталась нашему поколению сильная страна, сильные законы, которые дадут будущее нашему поколению. Сам процесс голосования проходит в рамках специальных алгоритмов, исключающих риск заражения. Как признаются многие, уже успевшие посетить избирательные пункты, проголосовать гораздо безопаснее, чем посетить продуктовый магазин. Полина Долинская, Илья Сыромятников, Якутск. Якутское творческое объединение «Ситим» запустило собственный музыкальный проект на платформе YouTube. Неделю назад был залит первый эксклюзивный диджей-сет, который музыканты сыграли на сопке любви. Об особенностях якутской электронной музыки Саргылана Неустроева. Музыкой ребята начали заниматься еще в 2009 году. Дуэт же сформировался только этим летом. Как признаются диджеи, во многом они вдохновлялись творчеством зарубежных коллег. Так как мы крутимся в этой сфере музыкальной и следим за трендами, сейчас в мире активно продвигается канал Circle зарубежный. Они снимают и транслируют диджей-сеты и живые выступления в разных уголках мира. И мы с Айсеном подумали, почему бы и нам не сделать что-то подобное у нас в Якутске. Как признается Станислав, они работают из чистого энтузиазма. Никакой прибыли от проекта ребята пока не получают. Да и в планах, если честно, нет коммерциализации. Неудивительно, что первый стрим ребят собрал так много положительных отзывов. Вот это качественный контент. Молодцы. Ждем следующих стримов. Как атмосферно. Супер идея. Классно. Свое творчество музыканты характеризуют как техно-хаус с элементами этномузыки. В планах у проекта записать еще один стрим с живым исполнением на Хамусе. Часто Ситим сравнивают с нашумевшей группой «Уран». Ребята признаются, такое сравнение им приятно, ведь «Уран» уже довольно успешный проект не только в республике, но и за ее пределами. Мы тщательно отбираем треки, которые выходят на ведущих цифровых площадках, таких как Beatport, iTunes, Spotify.
и расставляем треки по динамике и настроению. Ну, у нас преимущественно поджанр техно, это мелодик техно и хаус с элементами этномузыки. Пока ребята не строят долгоиграющих планов. Уже этой осенью Станислав планирует вернуться в Москву, где он живет и работает. Впрочем, вполне возможно, что Сетим все-таки продолжит свое существование. Ведь в мире музыки границ и расстояний нет. Саргалана Неустроева, Илья Сыромятников, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Не переключайтесь.